день, уважаемые слушатели! В преддверии празднования Дня Матери в Республике Саха-Якутия мы все от всей души поздравляем вас с этим светлым, замечательным днем. Желаем нашим матерям крепкого здоровья, успехов во всем, воспитании нашего подрастающего поколения. Чтобы здоровье женщины сохранялось на долгие годы, мы с вами сейчас проведем беседу и расскажем, как можно подольше сохранить наше с вами здоровье. Итак, поговорим о женском здоровье. Во все времена художники и скульпторы изображали красоту женского тела, женской фигуры в своих картинах, скульптурах. И вот мы здесь видим картину Рафаэля Санти «Рождение Венеры». Восточная мудрость гласит: воспитываешь сына, воспитываешь мужчину, воспитывая дочь, воспитываешь нацию. Давайте рассмотрим, какие факторы влияют на наше здоровье. Это же, конечно, стрессы, болезни, загрязнение окружающей среды, вредные привычки, такие как курение, алкоголь, наркотики, ну и, конечно, старение. Какие же константы жизни и здоровья должен знать человек в первую очередь? В первую очередь человек должен контролировать свою температуру тела, свое давление, частота сердечных сокращений, сахар крови, показатель холестерина крови, вес и рост. Факторы, влияющие на здоровье, это есть образ жизни в первую очередь. Значит, во вторую очередь это экология нашей окружающей среды, конечно, генетика и медицина. 10% влияет на наш с вами образ и здоровье. Какая же демографическая ситуация в России? Если посмотреть, то это низкая рождаемость, слабое здоровье новорожденных, высокая заболеваемость россиян в целом, причем преобладают хронические заболевания, рост частоты осложнений беременности и родов и катастрофически частое сочетание патологии репродуктивной системы и экстрагенитальных заболеваний у женщин. Посмотрим, что население Верхневилюйского района у нас всего 21 где-то тысяч, из них мужчин 10 и женщин чуть менее 11 тысяч. Какое же репродуктивное здоровье нашей женщины мы сейчас с вами дальше рассмотрим. А теперь посмотрим вот на эту девочку. Это тоже картина Рафаэля Санти «Мадонна Литта». Строение женской половой системы включает в себе наружные и внутренние органы. Наружные – это половые губы, большие и малые, клитор, мочеиспускательный канал. Внутренние же – это представлены влагалище, матка, маточные трубы и яичники. Давайте более подробно посмотрим, как у нас строение репродуктивных органов. Значит, вот это вот стенки влагалища, шейка матки. Матка представлена мышечным органом. Парные органы – это маточные трубы и яичники. Функции половой системы – это генеративная, в первую очередь, образование женских половых клеток и яйцеклеток, эндокринная – синтез женских половых гормонов, гормональная регуляция репродуктивной функции и детородная функция. Здесь мы видим на самом деле, как происходит овуляция и наступает менструальный цикл. Под действием половых гормонов в яичниках начинает рост фолликула. Фолликул растет, и на 14-й день он достигает зрелости. И если беременность не наступает, яйцеклетка разрывает оболочку, вырывается наружу и вместе со слизью и небольшим количеством крови выбрасывается наружу. Так наступает менструация. Здесь изображен то, что вот я рассказала. Значит, в яичнике растет центральный фолликул, достигает на 14-й день зрелости. И если беременность не наступает, получается регресс яйцеклетки. В это время в полости матки устилается слизистый слой. И если беременность не наступает,
слизистый отторгается и выбрасывается наружу. И так происходит каждый месяц. Вот. Дальше мы посмотрим. Если же яйцеклетка достигла зрелости на 14-й день после овуляции и наступила беременность, яйцеклетка оплодотворенная уже идет по трубе, маточной трубе и попадает в полость матки, прикрепляется в полость матки и наступает беременность. Вот это Мадонна Констабели. Картина Рафаэля Санти хранится у нас в Эрмитаже. Какой же риск репродуктивного здоровья? В первую очередь это воспалительные заболевания органов малого таза, нарушение менструального цикла, гормональные нарушения, развитие доброкачественных образований матки и придатков, такие как миома матки и кисты яичников. Наследственность играет большую роль и вредные привычки, курение, алкоголь, наркотики, ну и, естественно, аборты. Здесь на картине вы видите Мадонна Делла Седия. Даже в то время воспевали многодетность, когда женщины рожали хороших, здоровых детей. Давайте обратим влияние гормонов на организм женщины. В нашем организме насчитывается 5 видов эндокринных желез. Щитовидная, поджелудочная, 2 половые железы, 2 надпочечника и гипофиз. Каждый из этих органов отвечает за свои регуляторы обменных процессов. Поджелудочная железа – это фабрика инсулина, снижающая в кровяном русле концентрацию глюкозы. Надпочечники отвечают за секрецию кортизола и адреналина, при дефиците которых повышается наша чувствительность к стресс-факторам. Половые железы вырабатывают эстроген и прогестерон. Эти гормоны отвечают за половое развитие, менструальный цикл, либидо, а также за беременность. Щитовидная железа секретирует йодные гормоны. Они регулируют практически все процессы, происходящие в организме, в том числе работу сердечно-сосудистой системы и репродуктивной системы. Гипофиз можно по праву назвать центральным органом эндокринной системы. С помощью синтезирующих гормонов он регулирует деятельность остальных секретирующих органов. Гормоны молодости, которые выделяются у нас, это есть гормоны счастья, окситоцин, эндорфин, поэтому будем счастливы и будем сохранять молодость подольше. Как же сохранить репродуктивное здоровье? Значит, планирование семьи расценивается как из 2 факторов состоит. Это добрачное целомудрие или половое воздержание, выйти замуж, родить и растить детей, вести домашнее хозяйство. Второе направление – это самореализация, образование, карьера, и этому может способствовать плановая контрацепция женщины. Конституциональный тип женщины бывает 2 видов. Это значит под влиянием андрогенов и прогестерона высокие худенькие женщины, преимущественно модельного типа. А второй тип, значит, это эстрогенные женщины. Они такие небольшого роста и несколько кругленькие, пухленькие. Есть очень хорошая книга, называется «Все о женских гормонах». Если вы можете или имеете доступ к этой книге, в этой книге вы можете узнать практически все о самом главном. И теперь мы видим с вами здесь картину Рафаэля Санти, называется «Сикстинская Мадонна», которая хранится в Дрезденской галерее и считается олицетворением материнства и целомудрия. Итак, вы прослушали, как сохранить наше женское здоровье. Хочу я немножко ознакомить вас с тем, как сейчас работает наша женская консультация в это непростое для нас время. Дело в том, что сейчас приемов женской консультации практически нет. Мы принимаем женщин по острому заболеванию, по записи через колл-центр. Вот. Напрямую можно, конечно, и связываться с нами тоже. Беременных женщин мы смотрим на дому, берем анализы на дому, смотрим давление, пульс, КТГ измеряем. Поэтому сейчас, в данное время, я хочу вам сказать, чтобы женщины наши больше уделяли внимание своему здоровью, возможно, планировали свою дальнейшую беременность.
как-то укрепляли немножко иммунитет. Вот такая ситуация. Все у нас идет дистанционно, все идет у нас онлайн. Перед родами мы у женщины берем анализы на ковид, потому что госпитализация без этого анализа у нас сейчас не проводится. Поэтому, дорогие мои женщины, пожалуйста, следите за собой, за своими детьми, за своими близкими. Сохраняйте свое здоровье, носите маску, пользуйтесь дезсредствами и почаще мойте руки. Всего вам доброго. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. Берегите свое здоровье.